Говорит дальше имам Ибн Кудам аль-Магдиси, ва каулиху тааля, также слова Всевышнего, ради Аллаху анхум ва раду анх. И Всевышний остался доволен ими, и они остались довольны им. Это из сура Аль-Маида, 119 аят. Говорит шейх Усаймин ас-сифатуль хамиса ар-рида. Пятый атрибут, который Ибн Кудама, рахимахуллах, упоминает в своем матне, это ар-рида. То есть что? Довольство. Всевышний Аллах бывает доволен своими рабами, а бывает своими рабами недоволен. И у себя запишите то, что довольство бывает двух видов. Довольство Всевышнего Аллаха бывает двух видов. Первое, ар-рида аниль амаль, то есть довольство от какого-либо дела, довольство от какого-либо дела, как, например, намаз, или, допустим, выплата заката, или тому подобное, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля доволен этими деяниями. И второй вид, ар-рида аниль амиль, ар-рида аниль амиль, то есть довольство Всевышнего Аллаха человеком, который совершает эти добрые деяния. Так. Доказательство на первый вид, это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха ярда лакум саласан». Всевышний Аллах остался доволен для вас тремя делами. «Инна Аллаха ярда лакум саласан». Всевышний Аллах остался доволен для вас тремя делами. В этом хадисе довод на то, что Всевышний Аллах бывает доволен самим делом, когда оно производится. А что касается того, что Всевышний Аллах бывает доволен также действующим лицом, то есть тем, кто сделал это дело, то это вот эти слова Всевышнего, ради Аллаху анхум. Всевышний Аллах остался доволен ими. Кто такие они? То есть сподвижники в данном случае. То есть те, которые совершали эти благие деяния. Так или нет? Те, которые совершали эти благие деяния. Соответственно, Всевышний Аллах доволен самими деяниями и теми, кто их совершает. Говорит ар-рида мин сифати Аллаха сабита лаху биль китаби ва сунна ва иджма'i салаф. Ар-рида, довольство, это один из атрибутов Всевышнего Аллаха, который утвержден книгой и сунной и единогласным мнением сподвижников. Халя Аллах Тааля, сказал Всевышний Аллах, ради Аллаху анхум ва раду анх. Всевышний остался доволен ими, и они остались довольны им. Вакаля Набию, саллаллаху алейхи, сказал пророк, саллаллаху алейхи, инна Аллаха ла ярда анил абд ан якуля аль-аклата фаяхмадуху алейха. Всевышний Аллах непременно останется довольным своим рабом, если он употребит кусок пищи и затем восхвалит Всевышнего Аллаха за этот кусок. Так? И говорит, ау яшрабу шарбата фаяхмадуху алейха. Или также Всевышний останется доволен этим своим рабом непременно, если он выпьет глоток жидкости, то есть воды или чего-либо иного, фаяхмадуху алейха, и восхвалит Всевышнего Аллаха за этот глоток воды. То есть Всевышний Аллах, нравится Всевышнему Аллаху, и он остается доволен, если человек ест и восхваляет Всевышнего Аллаха за каждый кусок, который он съел, или пьет и восхваляет Всевышнего Аллаха за каждый глоток, который он сделал. Говорит раваху Муслим, этот хадис приводит имам Муслим, и у себя подпишите то, что хадис этот от Анаса ибн Малика, приходит от Анаса ибн Малика. Говорит, ваджма салиф аля избат ар-рида лилляхи та'аля. И праведные предки сошлись на том, что утверждали Всевышнему Аллаху этот атрибут довольства. Фаяджибу избатуху лаху. И поэтому мы также обязаны его утверждать мин гайри тахрифин валя та'атиль валя такифин валя тамсиль. Без искажений, без аннулирований, без вопросов о том, как выглядит его довольство, валя тамсиль. И не сравнивать довольство Всевышнего Аллаха с довольством его творений. Вахуа рида хакики ялику билляхи та'аля. И это довольство его действительно существующее, а не просто в переносном смысле, не просто какое-то воображаемое, так, а действительно Всевышний Аллах бывает доволен, но его довольство соответствует величию Всевышнего Аллаха субхану ва тааля и не подобно довольству его творений. Вакат фассару ахлю та'атиль, а те, которые аннулируют атрибуты Всевышнего Аллаха, сказали ас-саваб. Имеется в виду под довольством Всевышнего Аллаха это награда, имеется в виду награда. То есть, ради Аллаху анхум, остался Аллах доволен ими, они как переводят? Всевышний Аллах вознаградил их. Всевышний Аллах вознаградил их. То есть они говорят, под довольством имеется в виду что? Под довольством имеется в виду награда. وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِمَا سَبَقَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ. И мы ответим им тем, чем отвечали, когда разъясняли четвертое правило. Это что? Не соответствует прямому смыслу аята, также не соответствует властному мнению сподвижников, и на это нет у вас довода. И необходимо здесь отметить у себя то, что тафсир довольства чем наградой, это тафсир по результату. Это тафсир по результату, а не тафсир по сущности. То есть, как тебе сказать, если человек доволен так, тобой, то он тебе что-то дает за это, так, или вознаграждает тебя чем-то. Если Всевышний гневается, то он тебя что? Может наказать, так или нет. Или что-то тебе не дать, например. Если Всевышний тебя любит, то он даст тебе всякое добро и тому подобное. То есть, это что? Тот тафсир, который они делают, это не сам. Они делают тафсир не самому атрибуту, получается, так, а чему?
делают тафсир не сущностью этого атрибута, а чего? Результатом этого атрибута. Понятно или нет? То есть они что говорят? Мы говорим довольство, довольство. А они говорят, нет, не довольство, а награда. Мы говорим, вы сделали тафсир результатом, а не сущностью. Так или нет? То же самое они говорят гнев Всевышнего Аллаха. Говорят, гнев имеется в виду его наказание. То есть разгневался на них Всевышний Аллах, имеется в виду наказал их. Мы говорим, это не разъяснение сущности самого атрибута, а вы разъясняете теперь что? Результат этого атрибута. Так или нет? Вы разъясняете результат атрибута. Они почему так говорят, брат? Говорят, потому что гнев это что? Галяяну дамил кальп. Говорят, кипение крови в сердце. Кипение крови в сердце. А это невозможно относительно Всевышнего Аллаха. Поэтому мы говорим, что у Всевышнего нет гнева, а есть что? Наказание. То есть он наказывает. Поэтому под гневом имеется в виду наказание. И дают они тафсир слову гнев чем? Результатом, а не сущностью. Понятно или нет? Говорят, под ним имеется в виду результат, то есть наказание. Мы говорим то, что кипение крови в сердце человека это не сам по себе гнев. Кипение крови в сердце человека это тоже результат гнева. То есть сначала человек гневается, потом он краснеет, так или нет, от гнева. Потом кипит его кровь, и что делает? Его сердце начинает двигаться так и тому подобное. То есть это все что? Это тоже все результат. Это не сам по себе гнев. То есть когда они сказали, что гнев это кипение крови в сердце или покраснение лица, допустим, и так далее, это все тоже что? Не сам гнев. Так или нет? Это все результат гнева. А гнев это что-то иное. После чего уже происходят эти все действия. Однако относительно Всевышнего Аллаха не говорится то, что у него кипит кровь в сердце или краснеет лик и так далее. То есть это все, что не установлено в Коране, в Сунне или единогласным мнением сподвижников. Понятно или нет? То есть относительно Всевышнего говорится просто, что гневается или остается доволен, или любит. И от этого, естественно, выходят результаты. Какие результаты? Как наказание или награда и тому подобное. Так? Исходя из этого, что сделали эти аннулирующие? Они аннулировали в действительности сам атрибут и оставили только что? Результат от этого атрибута. То есть довольство само убрали, а награду оставили. Сказали, довольства нет, имеется в виду награда. Поэтому этот тафсир является неправильным.